В посольстве России в Абхазии приспущен государственный флаг в связи с гибелью руководителя российского диппредставительства в Турции Андрея Карлова. 62-летний Андрей Карлов получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения. Вице-президент Виталий Габни отметил, что справиться с такой страшной бедой, как терроризм, охвативший практически весь мир, может только сильное государство и исключительно при поддержке народа. Справиться с этой бедой может только сильное государство с опорой на всю свою мощь при поддержке населения. И только в коалиции. Мы живем не в спокойном мире, окружающем нас, и должны из всего происходящего сделать выводы, усилиться и укрепиться. С 11 утра, чтобы почтить память российского дипломата, ставшего жертвой теракта в Анкаре, в посольство России в Абхазии приходили люди, представители различных партий, общественных организаций. В посольстве была открыта книга соболезнований. И все вот эти дни Абхазия скорбит, потому что это был удивительный человек, профессиональный дипломат, и помимо этого просто очень добрый и честный человек, который очень много делал для урегулирования российско-турецкого кризиса и в то же время очень способствовал возвращению абхазских репатриантов на свою родину, когда в Сирии началась война. И мы никогда не забудем то, что он сделал для нашей страны, и глубоко скорбим вместе с его семьей и с его коллегами. У нас недавно при трагических обстоятельствах погиб консул российского посольства, и поэтому мы очень тяжело и больно воспринимаем эту ситуацию. Терроризм, он не имеет границ и проявляет себя в разных концах земного шара. Мы видим то, что происходит в Европе, в Турции, также происходит здесь, у нас, на Кавказе. Необходимо постоянное взаимодействие между спецслужбами разных стран для того, чтобы не допускать или предотвращать такие трагические случаи. Только в плотном взаимодействии между спецслужбами в данной ситуации России, Абхазии, других государств можно побороть эту преступность. Андрей Геннадьевич был связан с Абхазией, возглавляя консульский департамент. Он в свое время много сделал для паспортизации жителей Абхазии, а также для переезда репатриантов абхазского происхождения из Сирийской Арабской Республики в Абхазию. Убийство посла любой страны – это событие экстраординарное. Редко и мало у кого поднимается рука на людей, чьим единственным оружием является ручка и блокнот. Но когда эта рука поднимается, то вся мощь государства, которое представлял убитый дипломат, обрушивается на голову тех, кто исполнил и планировал это преступление. Полностью уверен, что и в этот раз убийцы российского посла, причем в самом широком смысле этого слова, понесут заслуженное наказание. Российского дипломата застрелили на открытии выставки «Россия глазами путешественника» от Калининграда до Камчатки в Анкаре. В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку как охранник. В перестрелке с полицией он был убит. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.